касается столетия будущего, это проблема очень сложная. Подсказывать, пересказывать, предполагать очень сложно. Ну, в свое время были люди, вот, особенно в Средневековье начиная, которые вот заранее все подсчитывали, ну, особые люди, конечно, ну, типа, может быть, якутских, вообще шаманы в целом, которые пытались предвидеть будущее, Нотрдамус и так далее, другие. Ну, кое-какие, ну, скажем, подсказания, они как-то в каком-то плане осуществляют, так как они говорят. Поэтому эта проблема очень сложная, очень тонкая в этом плане. Но я думаю, в основном, где-то в конце столетия, скажем, 21-го, начало 22-го, ну, имею в виду, вот столетиями, тысячелетиями, извините. И вот так получается, что очень многое сейчас стало зависеть от газа и от нефти. У кого есть нефть в какой стране, газ, оно просветает, как, например, вот арабские страны Ближнего Востока. Маленькие, но очень денежные, которые за 20, за 30 лет уже заплатили за будущее детям, как говорится. Большой фонд лежит у них. Поэтому мы в Российской Федерации занимаем, конечно, одно из первых мест по добыче не только минералов, но и также особенно газа и нефти. Вот это будет очень много зависеть, потому что мы, смотрите, как отстроили в Якутии даже, вечная мерзлота, до 14 этажей. А вот только вот, скажем, углем топить, чтобы это все обеспечить, очень сложно будет. Поэтому будущность республики вообще в целом нашей страны, Российской Федерации, очень во многом будет зависеть именно сохранением какой-то части газа, нефти особенно. Вот этого будет очень многое зависеть в будущем. Остальное прилагает. Ну, традиционное время жили, ну, в 2-3 этажах и так далее. Ну, так можно было. А сейчас это сложно. Электричество, отопление, вот это самое главное, от чего зависит наша жизнь. Вот с этой позиции, конечно, надо отходить, по всей видимости. Вот сейчас мы, Федерация, вот якутскую нефть, газ и так далее, и других сибирских источников продает в зарубежной Европе, Восточной Азии. Но нефть, особенно газ, это беспрестанно не добывает, а когда-то приходит конец. Вот поэтому будущность, я думаю, много не говоря, будет зависеть как раз от перспективы энергии, источника энергии. Но наука начинает играть очень большую роль, особенно вот, гуманитарные сами по себе, конечно, это украшение большей части человечества, духовной части. А так, в основном, естественные науки. Сейчас от них тоже очень многое зависит, потому что одно из направлений, целостных, это поиски будущего источника энергии. Очень много от этого зависит. Сейчас вот на лед обратили внимание, но это тоже сложно. В таких тропических местах завозить очень сложно будет и очень много. Поэтому как раз вот хотел бы в таком аспекте свое мнение высказать. Но экологическое, во всяком случае, уже мы приходим к тому, что начали обращать сильное специальное внимание на экологию. Раньше на Земле людей было намного меньше, да, и даже 1 миллиарда не было вот где-то вот до середины 19 века. Вот поэтому с этой позиции, конечно, экология занимает сейчас очень большую нишу.
И вот такие выбросы и так далее, конечно, будут, а вот отношения отходов, конечно, очень многое могут определить в дальнейшем, по всей видимости. Но наука развивается, очень развивается, особенно жизнь в общей части связана как раз с хорошим развитием естественных наук, прежде всего. Вот поэтому с этой позиции из века в век как раз значение науки будет преобладать. Ну, не такой форме, как, например, источник энергии, но тем не менее второе место будет занимать. Основной стержень народа, нации и так далее от традиционной формы хозяйства зависит. Если вообще от всего отказаться, то якуту не якуту будут, во всяком случае, потому что именно сельское хозяйство как раз держит основной стержень. Сохранение этничности в первую очередь. Сохранение этничести, если так выразить. Поэтому должны сохраниться, почему бы нет. Только, ну, вот сейчас одна из глобальных проблем, мировых проблем, это, конечно, потепление. Это тоже, конечно, и с экологией связано в каком-то плане, ну и в дальнейшем вот как развитием человечества. Поэтому сейчас где-то около 4,5 миллиарда человек на Земле. Вот. Поэтому, конечно, это очень острая проблема. Сохранение традиционного хозяйства в наших условиях. Ну, потепление пойдет, может быть, но это потепление всегда бывало. Похолодание, потепление вот, в евразийском континенте, особенно в Европе. Вот, например, в начале первых веков нашей эры в северных районах Европы, зарубежной, особенно Европы, наступили холода. Вот поэтому это привело к тому, что начинается движение многочисленных германских племен, которые жили тогда, ну и сейчас живут, на юг, в поисках новых земель в связи с этим. Но более хорошей природы, климата, ну и градус, конечно, вот как раз. Это в дальнейшем привело к великому переселению народов Европы, в конце концов. Ну и азиаты тоже помогли, в частности, гунны, которые вторглись в IV веке нашей эры со стороны Центральной Азии через Северный Кавказ. И с этого времени начинается в истории, особенно зарубежной Европы, время, которое определилась эпоха вот, великого переселения народов. Возраст, ну, как бы, длительная жизнь человека все равно будет увеличиваться до какого-то времени, это несомненно. Тем более сейчас, если сравнить 90-е годы 20 века и вот 10-е, 20-е годы 21-го, то резко идет процесс, связанный как раз с удлинением жизни человека. Сейчас уже 80 лет никого не удивляет фактически, да? Раньше говорили, вот японцы живут очень долго. Но сейчас как раз эта позиция немного меняется в целом. Ну, изменением климата, изменением экологии, ну и также прогресс, это решает очень многое, облегчая от труда, как и от конкретно физического человека. Ну, в меру, конечно, двигаться надо, в меру, конечно, ну, как бы заниматься ходьбой и так далее. Ну, и также на заводах, фабриках другое уже определение в этой связи. Но в целом все, по всей видимости, до какого-то времени будут удлиняться жизнь. Ну, не только в Кавказе, скажем, но и не только в Японии. Почему японцы живут так долго? Несколько книг есть, вот, которые опубликованы в конце 90-х годов 20-го. Поэтому, конечно, с одной стороны, вот такой подход может быть. Потом сейчас вот процесс глобализации, который приводит постепенно, не то что приводит, двигается, может быть, к тому, что общая экономика начинает создавать для всего мира.
Ну и также слияние вот языков, особенно господствующих. Ну и также дальнейший ход этнических процессов, конечно, должно когда-то привести к тому, что может такое общее объединение будет азиатов отдельно, может, каком-то европейцев отдельно. Такое может быть. Мгм. Это глобализация. Положительная сторона может быть, но глобализация обычно как-то не восторгом встречают, потому что теряет интерес формам традиционной культуры и так далее, язык. Вот. Поэтому вопрос такой неоднозначный, но мое предположение в таком плане. Самобытность теряться не будет, все равно останется. Но общее объединение в экономическом плане, оно, конечно, будет происходить. Он продолжаться будет, по всей видимости. А так, конечно, этнически все равно сохранится. Тот язык может быть в каком-то плане больше на английский или на русский, смотря где. Ну и в общем процессе это не скорый процесс, поэтому определить очень сложно в этом плане.